Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главных событиях. Экономические тренды, определяющие успех Якутии, обсудили в Сколково. Спикерами выступили глава региона и исполняющий обязанности мэра столицы. IT-отрасль Якутии – это уже феномен, который стал общепризнанным. Главное – своевременное обследование и диагностирование на ранней стадии. Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с раком. При помощи печатного слова все больше укреплялось героическое трудовое настроение. От освещения быта советского человека и до наших дней самой тиражированной и популярной газете Нерюнгринского района «Индустрия Севера» исполнилось 45 лет. В результате технологического нарушения накануне без электроснабжения остались населенные пункты двух районов Якутии. Свет ушел в ряде населенных пунктов Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов. Энергетики Якутскэнерго оперативно приступили к подключению потребителей по резервной схеме на линии КВЛ-110 Мая-Нижний Бестях. В бизнес-школе Сколково в рамках онлайн-конференции «Антихрупкость» обсудили экономические тренды, определяющие успех Якутии на ближайшую перспективу. В дискуссии приняли участие глава республики Айсен Николаев и исполняющий обязанности мэра города Якутска Евгений Григорьев. Модератор сессии, президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов, отметил роль подготовки кадров и управленческих команд на муниципальном и республиканском уровнях при запуске новых масштабных проектов, а также цифровой трансформации региона. Отметим, что опыт Якутии в области развития IT-отрасли оценивается экспертами как один из передовых в России. В регионе ежегодно вводится до 2000 километров ВОЛС, открываются IT-центры в районах, создаются новые рабочие места. В условиях пандемии в 2020 году достигнут 80% охват интернетом жителей республики. Мы тоже вполне осознанно делаем ставку на креативные экономики, на IT-экономику. IT-отрасль Якутии – это уже феномен, который стал общепризнанным. Мы сегодня осуществляем порядка 85% экспорта IT-услуг Дальнего Востока. В следующем году мы открываем уже еще один кластер, креативный кластер, где у нас в квартале труда будут сосредоточены локации, связанные как раз с креативными отраслями. С кино, с дизайном, с архитектурой, с фэшн-бизнесом. Мы для себя сегодня ведем работу как городская власть с разработчиками проекта в рамках того, что требует изменения и проведены изменения по документам территориального планирования в концепции того, что там должен появиться целый квартал. Мы должны обеспечить ремонт и реконструкцию инженерных сетей, улично-дорожной сети, для того, чтобы это стало местом притяжения. Во Всемирной организации здравоохранения призвали продолжать носить маски и соблюдать дистанцию и после снятия ограничений. Соблюдение мер, по их мнению, необходимо, чтобы максимально снизить количество инфицированных коронавирусом. Также в российском представительстве организации заострили внимание на необходимости расширения систем, которые будут обнаруживать зараженных людей. Сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечается День борьбы с онкологическими заболеваниями. Он призван привлечь внимание населения к проблеме, а также напомнить о важности своевременного обследования у специалистов. Подробности в материале Петра Васильева. Ежегодно в Якутии выявляют до 2000 случаев онкологических заболеваний. Среди самых распространенных – рак легкого и молочной железы. В республике к пациентам с онкологией приковано особое внимание. Не исключением стала и Евдокия Иннокентьевна. Очень хорошо меня смотрели, как маленького ребенка. Наши очень от санитара до заведующего все следили, как у меня здоровье. Таких пациентов в здании республиканского онкодиспансера достаточно много. В день здесь проводят порядка 20 операций по удалению новообразований. В помощь врачам приходят современные технологии. Благодаря оборудованию, которое мы получили, это очень современное, самое такое профессиональное оборудование для проведения операций, для выхаживания больных, для диагностики. Поступили такие оборудования, как видеоэндоскопические стойки с 3D-визуализацией. В этом году мы запускаем МРТ-аппарат,
которого в нашем онкодиспансере раньше не было. Это тоже уникальный аппарат, будет возможна диагностика пациентов, ускоренные сроки постановки диагноза. Прямо сейчас здесь проходит операция на том самом современном оборудовании, как вы можете видеть, без крупных надрезов с помощью маленьких инъекций врачи попадают внутрь тела больного и достигают самых отдаленных участков, пораженных онкологическими новообразованиями. Как можете заметить, на врачах надеты специальные 3D-очки, которые позволяют видеть пораженные органы в режиме 3D. В целом, как отмечают врачи, в республике наравне со всем миром наблюдается рост числа онкологических заболеваний. В первую очередь, врачи связывают это с влиянием наследственности и окружающей среды. Специалисты призывают якутян не игнорировать риски возникновения злокачественных образований и вовремя проходить необходимые обследования. Ведь самое главное в борьбе с онкологией – это своевременное лечение и ранняя диагностика. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. В Удачном до октября благоустроят центральную площадь. Определен исполнитель работ, он заасфальтирует проезды, уложит тротуарную плитку, оснастит пространство оборудованием с использованием малых архитектурных форм. Много лет центральная площадь Удачного не меняла облик. Для привлечения финансовых средств из государственного бюджета специалисты администрации города подавали заявки на всероссийские республиканские конкурсы по созданию комфортной городской среды. В прошлом году была выделена субсидия в 35 миллионов рублей. Для полной реализации проекта требуется более 50. Но благодаря предоставленной субсидии обновление площади начнется уже в текущем году. Юные якутяне могут принять участие во всероссийском конкурсе «Я рисую перепись». Темой могут стать изображения семьи и родных в момент переписи, посещение переписчиков квартиры или дома, а также участие в переписи через портал госуслуг, говорится в сообщении. Кроме того, участникам предлагается нарисовать свои города, поселки или села, различные достопримечательности и виды малой родины с изображением эмблемы или талисмана всероссийской переписи населения. Конкурс будет проходить в двух возрастных группах для детей от 7 до 9 лет и от 10 до 12. В каждой группе будут определены два победителя. Они получат дипломы и премии в размере 25 тысяч рублей. Рисунки необходимо выполнить на бумаге в цветном исполнении. Работы будут приниматься до 1 марта. Ссылку на них нужно будет выложить на странице в Инстаграм и отметить активной ссылкой @страна2020 и хэштегом «Я рисую перепись». 45 лет прошло с выхода первого номера самой тиражированной и популярной газеты Нерюнгринского района «Индустрия Севера». Журналисты издания освещают самые яркие и важные события из жизни южной территории. Что изменилось за почти полвека и как газета живет сегодня, расскажет Екатерина Павлова. История первой и самой масштабной газеты в Нерюнгринском районе началась с небольшой группы активных людей. Первого редактора Леонида Рыбаковского, замредактора Валерия Ашаева и журналистки Светланы Исаченко. Газету свою мы любили. Мы ее начинали с первого номера. Мы сначала ее выпускали даже не здесь, а в Алдане. То есть каждый номер брали материалы и возили туда. Нам приходилось заниматься всем, потому что очень многие из нас были по командировкам. Ведь всю эту трассу Малый Бам мы, наверное, ее сами исходили ногами. Потому что как двигались строители, так и мы вместе с ними. При помощи печатного слова все больше укреплялось героическое трудовое настроение. А время отсчитывало свои годы, состав редакции газеты рос. Первые шаги в рыночном направлении были трудными. Заслуга всех редакторов газеты «Индустрия Севера» в том, что они нашли возможным отразить на страницах газеты творческую сторону жизни молодого города, дали многим начинающим писателям и поэтам возможность встретиться с читателем. Вот всем действительно это было все интересно. Почему у нашей газеты был тираж до 35 тысяч? У нас газета была практически в каждой семье. Нам столько писем приходило. Очень много читателей приходили сами. Причем приходили там с какими-то предложениями. Ну, жалобами это понятно, это всю жизнь, это всегда было и будет. Но люди приходили и с предложениями. Сегодня задачи газеты те же – сделать каждый номер интересным, рассказать о жизни района. Газета выходит один раз в неделю и по сей день в мире новых технологий находит своих читателей. С 2020 года главный редактор газеты Елена Проскурина. В сфере журналистики Елена работает 16 лет и сегодня в юбилей любимой газеты награждена знаком «Отличник печати Республики Саха-Якутия».
Несмотря на то, что сейчас, в принципе, у нас, как говорится, свобода слова, да, и у нас появляется серьезная конкуренция среди пабликов, да, каких-то. Очень много у нас сейчас блогеров, которые не профессионалы. Мы все же отличаемся именно тем, что у нас профессиональные, работают настоящие профессионалы, настоящие журналисты, которые не собирают, да, сплетни, то есть у нас проверенная информация всегда выходит, и мы все равно являемся эталоном журналистики, которая, на мой взгляд, все равно всегда будет в приоритете, и наша работа очень нужна. В газете работают интересные, неповторимые люди. Всеми известный фотокорреспондент Юрий Коковин трудится в газете уже 30 лет и ведет здесь свою любимую рубрику о природе. Мои друзья говорят, я женат на индустрии Севера. Поэтому вот все это самое. То есть семья семьей, а это еще вторая семья, которую, по сути дела, я люблю и уважаю. Но если бы не уважал, то 30 лет бы в газете не проработал. Это же показатель. Поэтому никогда я богатым не был, но я был счастливым человеком совершенно. Но и газета, по сути дела, принесла вот этот момент счастья. В 45-летний юбилей индустрии Севера районные и городские власти, предприятия и организации Нерюнгринского района, партнеры и читатели поздравляют любимую газету с определенной вехой в ее истории и благодарят ее. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.